Ага. Вот у нас. Фото точно. Здесь? Да. А вы что, как приезжали, что ли? А он не расскажет, что там за трещины, для чего сыр-бор? Здравствуйте, а что за трещина? Почему такой сыр-бор? Сыр-бор, жители дома обеспокоились. Вот, ввиду того, что трещина, думали, что это трещина основного строения дома. Как сейчас выяснили, управляющая компания пришла, дети Азии делали декоративную стену. Вот, то есть это отдельное строение, декоративное, так скажем, для поддержания этого козырька. То есть она не представляет никакой угрозы, да? А вы откуда? Служба эксплуатации городского хозяйства. И в данный момент же журналисты подняли, да? Данный вопрос задали. Ну, жители вышли на социальные сети, поэтому обеспокоенные были. Сегодня вот межведомственная комиссия приехала во главе с руководителем Жилстройнадзора, вот, первый заместитель министра строительства и архитектуры Республики Саха приехали по данному вопросу. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел Анатольевич, как правильно вашу должность, чтобы знали все? Первый заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха-Якутия. А не подскажете, насколько вот это опасно? Вот это Нет, это абсолютно не опасно. Это декоративная конструкция была управляющей компанией изготовлена к играм «Дети Азии», чтобы закрыть некрасивый вид фундамента дома. Хотели как лучше, но так как конструкция она независимая от несущих конструкций жилого дома и опирается на землю, соответственно, вся земля оттаивает и, соответственно, уходит вниз. Сезонная оттайка и промерзание земельного участка земли, естественно, поднимает и опускает. И вот эта трещина, она абсолютно не влияет на несущие конструкции жилого дома. Мы рекомендовали управляющей компании демонтировать данную конструкцию, заменить на профлист для того, чтобы обеспечить проветриваемость подполья. В наших условиях это обязательное требование для обеспечения сохранения вечной мерзлоты под зданием дома. То есть вот эта вот защита, да, она по идее не должна быть такой плотной, да? Вообще вентиляция должна быть. Ее вообще не должно быть, да? Надо просто закрывать, чтобы воздух зимой, когда у нас минусовые температуры, минус 40, минус 30, минус 50, она гуляла и земля под зданием промораживалась. То есть, чтобы не было дополнительной оттайки, я так понимаю. Да. На сегодняшний день вот наши специалисты заходили под здание, там такого уже не обеспечивается, то есть уже оттайка потихонечку идет, и поэтому надо в этом году демонтировать и заменить на профлист. То есть если будет закрыто, это я понимаю, что оно воздействует на свайное поле дома, да, и на фундамент. Да, в будущем, возможно, пойдет потихонечку оттайка грунта. Но это не в течение одного года, а в течение ряда лет. А правильно говорят, что вот эта стройка, вот эта, не влияет на данный... Не имеет, не повлияло. Я не думаю, что будет влиять на несущие конструкции данного Соседний дома. дом, снимите, да? Он из той же серии. Видите, да? Угол дома. Там конструкций таких нет. Да, ну то есть это отдельная конструкция, как декор. А вот связано же со случаями в соседней стройке, да? Я думаю, не без этого. И вот застройщику сейчас вроде прекратили строительство, да? Меня вот интересует такой вопрос. Ему
он же просил на дорогу выйти сейчас, и на слушание... Да. 22 мая были проведены публичные слушания. И на них депутат Тумана Виктор Федоров говорил о том, что а нельзя ли вглубь строить. Чего вы все время на дорогу идете? Такое возможно. Ну, у них земельный участок ограничен, поэтому они хотят, естественно, как любой коммерсант, из этого земельного участка выжать максимум денежных средств. И, соответственно, они хотят вытащить на красной линии. По итогам публичных слушаний 27 июня было подписано распоряжение исполняющей обязанности главы города о разрешении сдвижки здания на 2,5 метра красной линии. И на данное распоряжение жители вот этого соседнего дома подали иск. И 2 июля Якутский городской суд данное распоряжение отменил. Ну, дело в том, что мы застройщика во время слушания спрашивали по поводу того, что вы идете туда, почему не идете вглубь. А вот как представители Минстроя, это возможно вообще? Это возможно в случае, если будет уменьшен вообще жилой дом сам по себе. Будет построен не такой большой дом, а поменьше, там этажность меньше может быть. Он по своей толщине дом будет меньше, соответственно. Это, в принципе, все возможно. Тут можно построить и одноэтажный жилой дом. То есть надо просто поменять проект строительства, я правильно понимаю? Да. Но, естественно, как любой коммерсант, он хочет побольше денег выжать из этого земельного участка. Ну, можно же ему сказать, что времена изменились, законы вышли, надо, наверное, регламент учитывать данных законов. Ну, вот Якутский городской суд как раз 2 июля так и сказал. Ну и там проблема же еще с мерзлотой, там же линзы. Да, ну, тут вообще у нас в городе Якутске очень сложная ситуация с этими грунтами. У нас грунты тают, как у нас меняется климат. У нас нет необходимого отвода грунтовых вод, отвода осадковых вод, осадочных вод. Поэтому ситуация очень сложная, не только на этой территории, вообще по всему городу. Но если кто ездил в северные Арктические улусы, видел, что все дома, ну там оттайка идет максимум на полметра за летний период. А у нас оттайка идет до 3 метров глубиной. И разница очень большая. То есть застройщику, я так понимаю, надо подойти к этому более серьезно, да? Не делать типовые проекты, а действительно изучить территорию и построить согласно этой территории. Я не думаю, что он тут привязал типовой проект. Он, естественно, индивидуальный проект сделал для того, чтобы, как я уже сказал, получить максимальный эффект в финансовом виде. В любом случае, надо отношения немного поменять, да? Я так естественно, да. Я так смотрю, уже здесь кто-то подтянулся и что-то делает, да? Зимой. Нет, мы не правы. Неправильно. Все равно работу надо делать. Все равно же деятельность, все равно же способствует. Способствует же все равно. Где способствует? Посмотрите на здание. Где видим проблему только вот в этом месте. Где ограждение и где вот это декоративно. Больше мы проблем в доме не видим. Вот это тоже декорация. Если мы сейчас все заглянем под дом, давайте посмотрим, в каком состоянии у вас подполье, в каком состоянии сваи. Не надо все сваливать на то, что находится за пределами вашего дома. Нет, но это очень близко же все это стройка идет. Вы должны свою работу делать нормально. Как это не зависит? Все равно зависит от того, что вы все в совокупности же. Влажно, я не спорю. Там влажно. Вчера мы ходили в сапогах под домом. А что вы хотите? Там не проветривает. Вы сами Из-за того, говорите, что там не не проветривает. естественно, там вода застаивает. Надо вот эту красоту убрать. Конечно, И поменять когда Дикий Азия на установили, получается, Это никогда Дикий Азия. Это изначально было Нет, при строительстве вот это объекта. Вот такое В ограждение. 2012 году вы, получается, когда поставили, вот да? это вот красили, перед тем, как красить вот эту декоративную угол вот этот поставили.
колонну. Но когда по этому месту идут трещины, вы, как управляющая организация, должны все-таки прийти посмотреть, почему это трещина. И если оно не влияет на несущую способность здания, ну заделать трещину, отремонтировать, что трудно, что ли? Все равно же пойдет. Тогда вы должны вот это убрать и тогда привести вот здесь тоже отмостку. Нормальное состояние, правильно? Вообще управляющая компания рекомендовала это убрать, а то оттайка пойдет. Идет. Да. И тогда действительно трещина пойдет, да? Действительно, дом пойдет. Да? Ну, мы все понимаем, что во всех случаях, когда дело касается жилого дома, если даже это фасад, если даже все это, ну как бы, даже вот декоративное как бы покрытие, которое вот сделано, да, перед детьми, перед Олимпиадой, а всегда говорят, вот управляющая компания как будто бы виновата. Но на данный момент мы же не имеем экспертных никаких заключений, поэтому никак не можем сейчас говорить именно из-за чего. То есть причину пока еще не можем как бы. К сожалению, да, управляющая компания не понимает тех обязанностей, которые возложены жилищным кодексом, да. Вы, во-первых, как лицо ответственное, да, за содержание общего имущества, к которым относятся стены, цоколь, да, и так далее. Вы должны предпринимать меры для того, чтобы вызвать специализированную организацию, да? Да. Если не хватает средств, тогда должны собрать общее собрание, да? Привлечь собственников, поставить перед ними проблемы дома. Все знаем, что каждый собственник, который живет в своем доме, да, он никак не будет голосовать за какие-то сверхсуммы, которые тем более за установлены окружной администрацией, то есть сверхтарифа, который установлен по городу Якутску для населения. Не, ну людям надо объяснить все. Да, ну мы, конечно, попытаемся объяснить, уведомить. Все рекомендации жилстройнадзора, конечно, все попытаемся исполнить, конечно, вот заделаем, но мы считаем, что все равно долго держаться не будет, все равно пойдет трещина. А может все-таки задать здесь вопрос? откроем. Принципиальный вопрос. Прозвучало это его можно, конечно, заделать, но на самом деле -то только что прозвучало демонтировать и поставить профлист, я правильно понимаю? В случае не сделанного этого... Но выход из этой ситуации следующий. Конечно, силами управляющей компании, если собственники будут отказываться, да, от дополнительной платы за снятие ограждения, замены, да, ограждения, то, конечно, у нас предусмотрена еще программа капитального ремонта есть, и которая по фасаду, по стенам предусмотрена в 2022 году. Поэтому в это время, когда уже будут предварительные работы по капремонту, вам надо свои предложения дать, что необходимо снять вот это старое ограждение, поставить новое. Да, и это должно войти в смету по капремонту. Мы боимся, что предложение управляющей организации в первую очередь заслушивается. Но я, насколько знаю, общаясь с ними по телефону, сейчас там сменилось руководство полностью. Они уже сейчас выслушивают и какие-то меры предлагают по работе с управляющей компанией. Но там зависит от того, насколько подготовлена документация по дому. Если плохо, то они не могут ничего сделать. Конечно, хорошо было бы, если бы по адресной программе все это сделалось, потому что за это же все равно оплата идет. Бремя содержания общим имуществом, конечно, согласно установленному законодательству, лежит на плечи, конечно, самих собственников. Мы все это знаем, да, из закона, из жилищного кодекса и постановлений правительства Российской Федерации. И, конечно, хорошо было бы, если бы включили именно вид работ я, правда, по не адресной видел жителя, программе, который бы отказался сделать то, чтобы дом у него не разрушился. Я что-то такого не видел. То есть демонтировать, сделать, а счета сделать. Посмотрим, насколько вы выполняете добросовестно свои обязательства по установке профлиста, обязательным осмотрам, да, есть ли у вас акты, есть ли у вас какие-то еще документы, да, по этим осмотрам, по результатам, какие-то планы мероприятий. Мы посмотрим. Да. Мы это понимаем, конечно. По проверкам же штрафы сейчас в настоящее время очень большие. Это тоже надо как бы учитывать, да. Если каждый раз будут надзорные инстанции штрафовать одну управляющую компанию, которая сидит только на тарифах, да, и как вы считаете, для этого же финансирование нужно, вот для проведения всей этой работы, да. И если вот оштрафуют, штрафы сейчас от 200 и выше.
все это зафиксировано в этом. На это что я хочу сказать, Поэтому, что управление очень просим многоквартирным домом – это предпринимательская деятельность. Если управляющая компания не справляется, если нет у него жилки предпринимателя, не надо быть на этом рынке, надо уходить. Уходить надо. А что будет с этими маячками в дальнейшем? Их надо больше вообще ставить? Их не нужно ставить, тут совершенно не надо, уберите. Ну, Нет. нет, пусть стоят, но потом гипсом Есть же у нас сделаем. рабочие, которые... Это ж не строить, это же разрушать надо, ломать надо. Вот это уберите, но не смешите народ, на самом деле-то. Вы уже поняли, что нужно делать, зачем вот это делать. Уже Ну, это комиссии понятно. тут повыходили. Мы говорили, что... А можно вот задать вопрос? Жильцы говорят о том, что вот эта стройка, вон та стройка, да, типа мешает им жить или влияет на дом. Это насколько серьезные такие возмущения? Ну как влияет-то? Ну где доказательства того, что это влияет? Во-первых, строительство осуществляется на основании разрешительных документов, да, разрешение на строительство, которое выдает орган местного самоуправления, да, при наличии проектной документации, прошедшей экспертизу и так далее. Вот. То, что мешает, мешает-то, если я мимо проходя вас тоже, я чем вам мешаю, да, хотя я и законно иду и так далее, в чем нарушение прав? Ну это временно, это неудобство получается, да? Просто здесь шумят, да, естественно, временно от шума, от стройки, да, которая идет, возможно, мешает жильцам, да, но есть у нас временные, да, ограничения по работе. И при этом есть административная ответственность. Если в ночное время есть часы тишины. А вот под строительство сейчас вот заморозили, да, соседнего здания, да? Вот как надзорный орган, что вы можете сказать? Вот красную линию сейчас отменили. Может ли застройщик, вот сейчас я разговаривал с замминистра, он говорит, что застройщик должен просто серьезно к этому подойти, изменить проект и сделать тот проект, который бы соответствовал и территории застройки, особенно грунтов, и, естественно, высотность. И вообще почему он строит на дорогу? Он же может глубь строить, нет? Ну, я согласна, но это все должны документы подготовить, и документы должны пройти экспертизу и, соответственно, получить на это разрешение. То есть сейчас у них, как говорят, у них сейчас консервация объекта. Они стоят, не работают уже более 6 месяцев. Мы, как надзорный орган, выходили на проверку, да, предварительно согласовав с прокуратурой республики. И, естественно, выявили те нарушения, которые именно нарушение порядка консервации. И привлекаем к административной ответственности. В данный момент, как сказали, предприниматель хочет из него выжить все, но согласно закону у него то, что он хочет, как говорят, есть закон и есть хотелка, они не совпадают. Но сейчас в данный момент предприниматель обязан переделать проект, получается, ему в любом случае придется его переделать, да? Да? Тем более, что все вот эти отступления от предельных параметров, да, они должны проходить публичное обсуждение, да, правильно? Чтобы вот жители квартала могли повлиять на решение. Вот. Теперь дело за застройщиком и его этим. А в худшем случае просто-напросто запретят строить. На сегодня у нас нет разрешения на строительство данного объекта. Все, строительство не осуществляется. Спасибо. А вы что скажете, как житель? Не, я не житель. Житель, я ее поддержка. Когда декорацию устанавливали, общего собрания же не было. Жильцы никто не просил это делать. Вы можете сейчас обратиться к жильцам. Кто-то пришел, нужно сделать вам, пришел, как помочь сделал, вам. И после этого еще мы виноваты будем. Это же как-то несправедливо. А жильцы всегда такие, это же нормальное явление. Потому что Они же думают... общего собрания же не было. Что касается общего фасада, это должно все делаться на основании общего собрания. А когда делали, значит, это было нарушение в то время. Но, с другой стороны, город, конечно, уделяет внимание, конечно, внешнему виду. Внешнему виду со стороны улицы, наверное. Это было тогда еще, когда Олимпийские игры. Перед началом Олимпийских игр. Конфликт жильцов на слушаниях, и вот это все, оно, конечно, влияет. Конечно. И в данный момент, я думаю, что
Тоже совет такой. Может быть, нанять простых рабочих? Это же разобрать, а не строить. Правильно? Да не, конечно, конечно. И в данный момент, вот, что вы можете жильцам? Может быть, они как-то к вам более тесно обращались? А то у нас трещина такая большая, а уже месяца 3 прошло, да? У нас обращения были. Обращений по трещине не было. Не было же вообще. Вообще не было? Да. Потому что на основании заявок же только мы работаем. Ага. На шум, на шум. Свет загораживает. И так получилось, что мы сейчас... Ящиков не было почтовых ящиков. Сейчас на нас проверка будет, жилстройнадзора. Это вообще как-то несправедливо считаем все-таки. Потому что заявок никаких не было. Я Но вас с другой прошу, вы обратитесь, скажите жильцам. Если уважаемые жильцы, трещина по вашему дому, это трещина по декоративному фасаду, ну, то есть по декорации фасада, которая сделана была перед Олимпийскими играми «Дети Азии». Вот. Общего собрания не было, на основании которого должны производиться все работы по общему имуществу жилого дома. Но это все-таки было сделано, и по фасаду сейчас трещина. А сам фасад не имеет никаких трещин. Не имеет никаких трещин. Но с другой стороны, заявлений мы никакие не получали от вас. Но все равно, конечно, прислушаемся к рекомендациям надзорной инстанции. А вы какая управляющая компания? ЖКХ строительная. Строительная? Да. Ну как строительная. Руководитель, да? Нет, я представитель. Представитель управляющей компании. Да. А можно им сказать, чтобы они в письменном виде это все писали? Да. Вот прямо скажите. Заявлений письменных никаких не было, ни коллективных, нет, хотя бы нет одного собственника. И по установленному закону мы должны реагировать по поступающим заявлениям. Вот, мы сами как бы были удивлены слегка по вызову на сегодняшнюю комиссию, потому что заявлений никаких у нас не зафиксировано в аварийно-диспетчерскую службу, и даже заявлений в приемной не поступало. Так что жильцы все равно будем как бы устранять. Да, заявитель.